好。Мы продолжаем с вами вместе изучать китайский язык. Урок ведут преподаватели Института Конфуция при Бишкекском государственном университете я, Касымова Айпери, и моя коллега Майю Мэй. 大家好，我是来自新疆大学比什凯克国立大学孔子学院的马玉梅老师，在我身边的这位是艾培丽老师。 Сегодня вместе с нами в студии наши гости, ученики учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии номер 62 Ахмедзияева Эльнура и Хандышанов Алихан. 大家好。今天我们要来带大家一起学习中秋节。 Сегодня мы бы хотели рассказать вам о традиционном празднике Китая Чжунчжуджie, праздник середины осени. 中秋节是中国的传统佳节，又称月夕、秋节、八月节、拜月节、女儿节或团圆节。唐朝初年，中秋节成为固定的节日。《唐书太宗记》记载有8月15中秋节。中秋节的盛行始于宋朝，至明清时已与元旦齐名，成为中国的主要节日之一。 这也是中国仅次于春节的第2大传统节日。 Праздник середины осени – традиционный праздник в Китае, также известен как праздник Луны, праздник осени, праздник середины осени, праздник поклонения Луне и праздник воссоединения. В первые годы правления династии Тан праздник середины осени стал постоянным праздником. В книге Тан Тайцун имеются записи о празднике середины осени. Популярность этого праздника началась во времена династии Сун, а во времена династии Минь и Цин он, как и Новый год, стал одним из главных фестивалей в Китае. Это также второй по величине традиционный праздник Китая после праздника весны. 今天我们要从4个方面介绍中秋节。 Сегодня наш урок будет содержаться из 4 частей. 中秋节的由来， Происхождение праздника осени, 有关中秋节的神话传说， легенды и мифы, связанные с этим праздником, 风俗习惯， обычаи и традиции 诗词歌赋。 и стихотворения. 我们先来看中秋节的由来。 Давайте сейчас вместе узнаем о происхождении праздника осени. 中秋佳节，中秋节有悠久的历史，和其他传统节日一样，也是慢慢发展形成的。古代帝王有春天祭日、秋天祭月的礼制，早在《周礼》一书中已有中秋一词的记载。后来，贵族和文人学士也仿效起来，在中秋时节，对着天上又亮又圆的一轮皓月，观赏、祭拜、寄托情怀。这种习俗就这样传到了民间，形成一个传统的活动。一直到了唐代，这种祭月的风俗更为人们重视，中秋节才成为固定的节日。 Фестиваль середины осени имеет долгую историю. Как и другие традиционные праздники, он медленно развивался и формировался. У древних императоров была ритуальная система жертвоприношений Солнцу весной и Луне осенью. Об этом свидетельствуют записи в книге Джоули. Позже этому примеру последовали дворяне и литераторы. Во время праздника середины осени люди смотрели в небо с яркой круглой луной, наблюдали за поклонением и доверяли свои чувства. Этот обычай распространился среди людей и стал традиционным занятием вплоть до династии Тан. Так праздник середины осени стал постоянным праздником. 好，第2部分有关中秋的神话传说。 Вторая часть нашего урока – это мифы и легенды, связанные с праздником середины осени. 第1个故事：嫦娥奔月。相传，嫦娥偷吃了丈夫后羿从西王母那儿讨来的不死之药后，飞到月宫，但琼楼玉宇，高处不胜寒。所谓“嫦娥应悔偷灵药，碧海青天夜夜心”，正是她倍感孤寂的心情写照。后来，嫦娥向丈夫倾诉懊悔说：“明天乃月圆之后，你用面粉做完，团团如圆月形状，放在屋子的西北方向，然后再连续呼唤我的名字，3更时分，我就可以回家来了。”翌日，照妻子的吩咐去做。届时，嫦娥果真由月中飞来，夫妻重圆。中秋节做月饼供嫦娥的风俗也是由此形成。 Хуи – легендарный лучник, живший в древнем Китае со своей красавицей женой Чанле. В
то время существовало 10 солнечных воронов, однажды вышедших на небосвод одновременно, что привело к возникновению огромного пожара. Император Китая попросил Хуи сбить 9 звезд. Хуи успешно справился с заданием и получил в награду эликсир жизни. Император посоветовал не принимать эликсир сразу и сначала подготовиться и провести год в молитвах. Хуи принес эликсир домой, спрятал его на стропилах и начал готовиться, но через некоторое время император вновь призвал его. В отсутствие мужа Чан-Ы обнаружила эликсир и выпила его. Она стала подниматься в воздух и улетела на Луну. После смерти Хуи вознесся на Солнце. Раз в год 15-го дня 8-го месяца Хуи и Чан-Ы встречаются, и в этот день Луна особенно красива. 吴刚伐桂。相传月亮上广寒宫前的桂树生长繁茂，有500多丈高，下边有一个人常在砍伐它，但是每次砍下去之后，被砍的地方又立即合拢了，几千年来就这样随砍随合，这棵桂树永远也不能被砍光。据说这个砍树的人名叫吴刚，是汉朝西河人，曾跟随仙人修道，到了天界。但是他犯了错误，仙人就把他贬谪到月宫，日日做这种徒劳无功的苦差事，以示惩处。 Вторая легенда – это легенда о дровосеке Уган. Уган был дровосеком. Он всегда хотел стать бессмертным, но он никогда не делал жертвоприношения. Нефритовый император рассердился на него из-за его отношения. Для того, чтобы наказать его, Нефритовый император посадил огромные вишневые бухты, которые были более 5000 фунтов в высоту, на Луне и приказал Уган рубить их, чтобы Уган мог стать бессмертным. Уган, не переставая, срубал их, но он никогда не мог закончить свою работу. Залив вишни исцелялся каждый раз, когда Уган нарезал его. И так из года в год Уган не сдавался, он пытался снова и снова. 玉兔捣药。 此传说最早见于汉乐府《董陶行》，玉兔长跪捣药蛤蟆丸，奉上陛下一玉盘，服此药可得神仙。相传月亮之中有一只兔子，浑身洁白如玉，所以称作玉兔。这种白兔拿着玉杵倒地，跪地捣药成蛤蟆丸，服用此等药丸可以长生成仙。 玉兔恐怕是嫦娥在广寒宫中最早的玩伴吧。 Третья легенда – это легенда о нефритовом кролике. Однажды 3 бессмертных, которые жили в небе, спустились на землю. Они попросили у лисы, обезьяны и кролика, чтобы они нашли пищу для них. Лиса и обезьяна нашли что-то для 3 бессмертных, а кролик ничего не нашел. Кролик чувствовал себя очень виноватым перед ними, и тогда он прыгнул в огонь и сказал 3 бессмертным: «Вы можете съесть меня». 3 бессмертные были глубоко тронуты поступком кролика. Они решили дать кролику название «Бессмертный нефритовый кролик» и позволить ей сопровождать Чан-Ы на Луне. 第3个部分，我们一起来介绍一下有关中秋节的风俗习惯。 В третьей части мы вам расскажем об обычаях и традициях, связанных с праздником середины осени. 拜月神，在古代有秋沐夕月的习俗。夕月即祭拜月神，设大香案，摆上月饼、西瓜、苹果、红枣、李子、葡萄等祭品，其中月饼和西瓜是绝对不能少的。在月下将月亮神像放在月亮的那个方向，红烛高燃，全家人依次祭拜月亮，然后由当家主妇切开团圆月饼。切的人预先算好全家共有多少人，在家的、在外地的都要算在一起，不能切多，也不能切少，大小要一样。 Жертвоприношение Луне. В древние времена существовала традиция поклонения Луне в осенний вечер. Обряд поклонения Луне – это и есть жертвоприношение предкам и лунному божеству. Устанавливался большой столик для благовоний, на него ставили лунные пряники, арбузы, яблоки, красные финики, сливы, виноград и другие предметы для жертвоприношений. Среди них лунные пряники и арбузы абсолютно необходимы. А арбузы должны быть разрезаны в форме цветков лотоса. Под луной изображение Луны помещалось в направлении Луны и зажигалась красная свеча. Вся семья по очереди поклонялась Луне, а затем хозяйка дома при всех разрезала лунный пряник. 赏月来源于祭月，
严肃的祭祀变成了轻松的欢愉。民间中秋赏月的活动始于魏晋时期，但未成习俗。到了唐代，中秋赏月、玩月颇为盛行，许多诗人的名篇中都有咏月的诗句。待到宋时，形成了以赏月活动为中心的中秋民俗节日，正式定为中秋节。宋代的中秋夜是不眠之夜，夜市通宵营业，玩月游人达旦不绝。Обычай любоваться луной. Любование луной берет начало от жертвоприношений Луне, и серьезные жертвоприношения стали расслабляющим удовольствием. В народе мероприятия любования луной на празднике середины осени начались при династии Вэйцзинь, но это не стало традицией. При династии Тан любование луной на празднике середины осени было довольно популярным. У многих поэтов были стихи о луне. При династии Сун был организован фольклорный фестиваль праздника середины осени, основанный на мероприятиях любования луной, что официально обозначалось как праздник середины осени. Ночь в праздник середины осени при династии Сун была бессонной. Ночной рынок работал всю ночь, а странники любовались луной до рассвета. 放孔明灯，中秋夜，灯内燃烛，用绳系于竹竿上，高悬于瓦檐或露台上，或用小灯砌成字形或种种形状，挂于家屋高处，俗称树中秋或树中秋。富贵之家所悬之灯高可数丈，家人聚于灯下，欢饮为乐。平常百姓则竖一旗杆，灯笼2个，也自取其乐。满城灯火，不斥琉璃世界。看来从古至今，中秋燃灯之俗，其规模似乎仅次于元宵灯节。Обычай зажигать огни. Ночные огни, зажженные свечой на праздник середины осени, привязывались на бамбуковый столб и вешались на карниз или террасу. Или использовали маленькие огни, чтобы сформировать иероглиф или различные формы. Повесить на возвышенность дома – это обычно называли шу-джунчу. Фонари, висящие у богатой и знатной семьи, висели высоко, и высота исчислялась некоторыми джанами. Семья собиралась под фонарями и устраивала пир. У обычного народа был флагшток и 2 фонаря, и они также устраивали веселье. Полный город огней – это все равно, что мир в глазури. 吃月饼，《洛中祭文》记载，唐僖宗在中秋节吃月饼，感觉味道极美，便密御膳房用红绫包裹月饼，赏赐给新科进士们。这可能是我们能够看到的最早关于月饼的记载。到了宋代，月饼有荷叶、金花、芙蓉等等雅称，其制作方法也更加精致。诗人苏东坡有诗称赞说：“小饼如嚼月，中有酥与饴。酥是油酥，饴就是糖，其味道甜脆香美，可想而知。” Кушать лунные пряники, йобин. В записках лаянских хроник в династии Тан император Тан Си Цзун ел лунные пряники во время праздника середины осени и, почувствовав замечательный вкус, он приказал императорской кухне использовать красный узорный шелк, чтобы завернуть лунные пряники и вознаградить ими новых ученых. Это может быть самая ранняя запись о лунных пряниках, которую мы можем обнаружить. В династии Сун лунные пряники имели такие названия, как лист лотоса, золотой цветок и лотос, а методы приготовления также стали более совершенными. 下面我们一起来看一看月饼是怎么制作的吧。Давайте дальше вместе посмотрим, как готовится йобин. 大家好，我是比什克国立大学孔子学院的刘老师。中秋佳节马上就要到了，今天呢，想和大家一起学做中秋的美食月饼。月饼包括皮和馅，传统的五仁是核桃、瓜子、花生、杏仁和黑白芝麻。当然，你也可以根据自己的喜好添加其他的干果。首先，我们把这五仁呢放在一起炒制，混合后碾碎。碾碎以后呢，就到这个程度就可以了。现在我们来拌馅儿。首先呢，我们把清油可以倒一部分里面去啊，清油。然后呢，放一些蜂蜜，再放一些这个炒制好的糯米粉。如果很干的话呢，可以放一些水啊，应该放一些水。再放一些白砂糖，然后呢，我们就来混合到一起。
现在我们开始捏团儿啊，首先抓一把，然后呢把它往一起团，团的时候呢用劲儿捏，捏得像元宵一样啊大小。现在我们开始和面做月饼皮儿，和面的时候呢需要面粉是低筋面，然后油和转换糖浆，转换糖浆可以自己制作，需要加水和糖熬制，然后呢最后加入柠檬，熬制半小时左右就可以做好。这个是我们和好的面，包月饼啊，首先取一团面，把它揉圆，揉圆以后，把它揉圆，揉圆了以后呢，把它按扁，按扁，变成一个饺皮一样的，像一个元宵皮一样的，然后包馅儿，把这个五仁馅儿放进来，然后慢慢的把它团起来啊。这样的慢慢把它收起来，捏到一起，然后再团，团好了以后呢，用模子，这个是我们做好的生坯。现在我们开始用模具来压制月饼吧，要用力的压，然后把它拔出来，这就是一个完整的月饼了。现在我们把做好的生坯准备放到烤箱里面进行烤制，大概烤5分钟以后呢，要拿出来刷蛋液，然后再烤15分钟。美味的月饼做好了，美食要和大家一起分享才开心。亲爱的朋友们，和你的家人一起做月饼吧！祝大家中秋节快乐！好的，相信你现在已经知道月饼该怎么制作了。Сейчас вы, наверное, уже узнали, как готовятся лунные пряники, юбин. 好，我们现在继续介绍中秋节的另一个习俗——饮桂花酒。桂花有9里香之誉，是我国人民十分喜爱的一种传统名贵花木。自古以来，人们把桂花及其果实视为天降灵石，作为崇高、美好、吉祥的象征。因此，人们称誉好的儿孙为桂子兰孙，把进士及第或考上了状元称之为蟾宫折桂，把月宫称为桂宫，以桂魄比喻月亮。而且，我国劳动人民还以桂花和月亮为题材，创造了许多优美动听的神话故事，世代相传。А сейчас мы вам расскажем про другую традицию – пить вино османтуса. Каждый раз ночью на праздник середины осени люди смотрят на яркую луну, вдыхают ароматы османтуса и вместе пьют по бокалу от османтусового сладкого вина. Это уже стало праздничным удовольствием. Османтус предназначен не только для любования, но также имеет пищевую ценность. Период употребления османтусового вина в Китае длится довольно долго, но теперь люди чаще всего заменяют его на красное вино. 最后一个部分，我们讲有关中秋节的诗词歌赋。 В последней части мы хотим вам рассказать о стихотворениях, имеющих отношение к празднику середины осени. 下面我为大家朗诵一下《水调歌头·明月几时有》，宋·苏轼。明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年？我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇。高处不胜寒，起舞弄清影，何似在人间？转朱阁，低绮户，照无眠。不应有恨，何事长向别时圆？人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。但愿人长久，千里共婵娟。好，下面我带大家读一首古诗《静夜思》。 А сейчас, ребята, попробуйте прочитать это стихотворение с Майо Мэй Лауши. 静夜思，思李白。李白。
床前明月光，床前明月光，疑是地上霜。疑是地上霜。举头望明月，举头望明月，低头思故乡。低头思故乡。很好。好的，现在我们一起来猜灯谜。 Сейчас, ребята, давайте вместе отгадаем загадки на фонарях. 五兄弟在一起，名字不同，高矮不一，打一身体部位。 Это загадка о 5 братьях, которые вместе, имена у них разные и рост тоже разный. Это о частях тела. Ребята, что это? 手指。手指， Шоуджи. Это что значит? Пальцы. Пальцы, пальцы, правильно. 身体细长，兄弟成双，只爱吃菜，不爱喝汤。 Вторая загадка. Это по форме они высокие и худые. Это 2 брата, которые как близнецы, да, одинаковые. Они любят только кушать, но не любят пить суп. 打一日常用品。这是筷子。 Куайдзе, правильно. Куайдзе что означает? Палочки. Правильно, китайские палочки для еды, да? 筷子。最后一个谜语：有时落山腰，有时挂树梢，有时像圆盘，有时像镰刀，打一天体。 Иногда это виднеется между горами, а иногда висит на деревьях, иногда выглядит как круглая тарелка, а иногда выглядит как меч. Что это? Юля. Юэлян, правильно. Юэлян что означает? Луна. Луна. 非常好，月亮。 Отлично. Мгм, молодцы, ребята. На этом наш с вами урок подошел к концу, ребята. Спасибо за внимание. 今天有关中秋节的介绍到这里就结束了。再再见。再见。